Всевышний Аллах создал людей и не оставил их на произвол судьбы. Он подчинил нам все, что на земле и на небесах. И чтобы люди жили в счастье и благополучии, Он дал нам руководство по эксплуатации, религию. Аллах избрал самых достойных из своих рабов и сделал их пророками. Каждый пророк призывал человечество к добру, к справедливости и милосердию. Нух, Ной, Муса, Моисей, Ибрагим, Авраам, Иса, Иисус, пророк Мухаммад и все остальные, они Божьи посланники. Чему они учили людей? Отрубать людям головы, резать и убивать, как режут скот, взрывать мирных жителей, женщин и детей? Задайте себе этот вопрос. Вдумайтесь, о те, кто обладает разумом. Разве это истинная религия святых пророков? Религия, она пришла на эту землю как милость Аллаха. Книги ниспосланы, пророки отправлены, как милость Всевышнего к живущим на этой земле. Нух, первый посланник Аллаха на земле, он призывал человечество к Аллаху, Богу, 950 лет. Терпел унижение, оскорбление людей. Люди насмехались над ним, а он строил ковчег, чтобы спасти людей. Мухаммад, последний пророк. Всевышний сказал: «Вама арсальнака илля рахматан лил алямин». Мы отправили тебя только как милость Аллаха для миров. Кто-то принял призыв Мухаммада, а кто-то от него отвернулся. Но какова реакция пророка на это? Всевышний сказал ему: «Фаин каддабука», если люди сочтут тебя лжецом. Мы не верим в тебя. Мы не верим в эти сказки. Бога нет. Это не истина. Какова реакция? Отрубить им головы? Убить всех? Уничтожить? Аллах сказал: «Фаин каддабука», если они сочтут тебя лжецом, «Факуль раббукум зу рахмати васига», скажи им: ваш Господь обладает обширной милостью. Его милость широка. Сила посланника Аллаха в его человечности, в его милосердии. Как далеко от него те, которые называют себя создателями так называемого исламского государства, если даже в самом главном качестве посланника Аллаха они совершенно на него не похожи.